серце, до Бога любові на брата, Христова любов, і хоть тяжкі дні існують, заховай огня счастья и греху. Хай придет до Тебе Божье слово, хай сидит на Тебе. Божья радость войди в наши сердце. До Бога любовь на брата, Христова любовь, хай придет до Тебе Божье слово, хай сидит на Тебе. Божья радость войди в наши сердце. До Бога любовь на брата, Христова любовь. Благословенного Дарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Успокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За упокой, завершение избавления душ наших, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквах, изъединание всех, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заветуй святой церквой, ты, что с верой, пошаду и страхом Божьим выходите ей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего всесветного бискупа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку наших архимандрита Сергея, почестных святоров, диаконов, Христе, все духовенство и людей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За Бога, стороженную краю нашу Белорусию, за врат належного нады войска, весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью выпробования, и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут, и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За добрые надворья, богатые рожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За дорожников, поморы земли, поветры, за недужитких, что терпят, за зневоленных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Правда выбавиться до всякого гнева, суммы и недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, стережи нас Божьей лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши наисвятую, чистую, благословенную, славную владыку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи.
Благослови, душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови, душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывайте добродействов Его. Начищает священстве Твое, и оздоровляя все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку. Благослови, душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит имя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стережи нас Божией ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вшивай святую сошественную, благословенную, славную дарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых, сами себя один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя милость, держава и Твое владарство, и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, радуйся, життя моє, буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюду Девы Марии, и не зазнавши измены стался человеком. Ты был крыжован и Христе Божий смертью изнишивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу збав нас, збав нас. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стережи нас Божия лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую сошественную, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых, сами себя один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый, и человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Владарстве Твоим успомни нас, Господи, счастливые Богия Духом, Бо их есть владарство
стихія, бо яни отримають у спадщину землю. Счастливые тыя, что мают голод и смогу справедливости, бо яны насытятся. Счастливые, милосердные, бо яны зведают милость. Счастливые, чистые сердцем, бо яны убачат Бога. Счастливые, миротворцы, бо яны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть Царство небесное. Счастливые вы, коли воскрылдят и проследуют, и кажут всякую неправду на вас делямяне. Радуйтесь и тешьтесь, Бог нагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, звал нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Углядевши анgelов на могиле Твоей, вартовники омертвели, и стоячи ля могилы Мария, шукала вся чистое тело Твое. Ты полонил пекло, заставшийся некранутый, вийшов сустре Деву даючи життю. Господи, что воскрес мертвых, слава Тебе. Вознесшийся Ты в славе Христе Боже наш, узрадовавши в учнях Твоих обязанием Святого Духа, и умацававши их Твоим благословением, бо Ты Сын Божий, Избавитель свету. Ты безконца славный Христе Боже наш, бо установил Отцов наших светочами на земли, и прозыв привел нас до веры правдивой. Всемилосердный Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостолов проповедование и отцов научание умацовали веру правдивую в церкве, и я, набранувшися в шаты правды, вытканые с небесного богословия, правдиво выясняет и славит набожности
великую тайницу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Исполнивши справу нашего избавления, изъеднавший земную из небесным, Ты узнесся в славе Христе Боже наш, не отлучившийся от нас, але неразлучно пребывающий с нами, и кажущий тем, что любят Тебе. Я с вами, и никто не зможе ничего супрать вас. Вот и святый Боже наш, и Тебе слава отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Пусть Мария, мир усим. И Твоему Духу. Мудрость. Прокимя, благословенный и всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое хай славится навеки. Благословенный и всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое хай славится навеки. Господи, справедливость Твоя явная во всем, что Ты учинил для нас. Благословенный и всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. Благословенный и всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. Мудрость. Читание Деяния апостолов. Слухаємо, уважний вам. Бо Павел, выросший от минут Ефес, как не марновать час у Азии, и он спешался, как по махчимости прибыть в Иерусалим на день Пятидесятницы. Пославший з Милета у Ефес, Павел покликал старейшин церкви, а коли яны пришли до его, сказал им: «Вы ведаете, что с первого дня моего прихода в Азию я увесь час был с вами. Зважайте на себе и на весь статок, у яким Дух Святый поставил вас біскупами, как вы пасвили церкву Божию.
якую ён придбаў уласнай крывёю. Ведаю, што пасля майго адыходу увойдуць да вас лютыя ваўкі, якія не пашкадуюць статка. Из вас самих повстануть люди, якія будуть казать подступно, как потягнуть за собою вучнів. Тому чувайте, пам'ятаючи, що я 3 годы у день і вночі не переставав учить кожного з вас со слязьми, а сьогодні доручаю вас Богу і слову Ягоної ласки, якое може вас умацовать і дасть спадщину між усіх освячених. Ні сребра, ні золота, ні вопратки я ні от кого не пожадал. Самі ведаете, что гэтые руки служили потребам моим и тых, кто был со мною. Во всім я показал вам, что так, працуючи, треба допомагать слабым, пам'ятаючи слово Господа Ісуса, які Ён сказав: «Больш щастя у тым, каб даваць, чым у тым, каб браць». Сказавши гэта, ён уклечив і молився разом з імі усімі. Мир тобі читання. І твоєму духу. Алілуя, алілуя, алілуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог Богов Господь кличе землю от усходу до заходу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зберіться передо мною святих моїх, які замацовали заповед мой ахвярою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И твоему духу. Читание Святого Евангелия паводле Яна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо важливо. У той час Ісус узвёў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшоў час, праслаў Сына Твайго, каб і Сын Твой праславіў Цябе, бо Ты даў Яму уладу над усякай плоццю, каб усяму, што Ты даў Яму, даў Ён жыццё вечнае. А жыццё вечнае ў тым, каб зналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго Ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я праславіў Цябе на зямлі, завяршыў справу, якую Ты даў мне зрабіць, і цяпер праслаў мяне Ты, Ойча, у Цябе самога той славы, якую я меў у Цябе раней, чым стаў існаваць свет. Я адкрыў імя Твае людзям, якіх Ты даў мне ад свету. Яны былі Твае, і Ты даў ім мне, яны захавалі Слово Тваё. Цяпер зразумелі яны, што усё, што Ты даў мне, гэта ад Цябе, бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, яны прынялі і сапраўды зразумелі, што я ад Цябе выйшаў, і веравалі, што Ты паслаў мяне. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае, і ўсё маё Тваё, і Тваё маё. І я праславіўся ў іх, і я ўжо не ў свеце, а яны ў свеце. Я ж да Цябе іду, Ойче святы, захавай іх у імя Тваё, тых, каго Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі ў свеце, я захоўваў іх у імя Тваё, тых, каго Ты даў мне, я збярог,
і ніхто з іх не загінуў, толькі сын пагібелі, каб збылося Пісанне. Цяпер жа я да цябе іду, і гавару гэта ў свеце, каб яны мелі в сабе радасць маю поўную. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, 7-я неделя пасля воскресения нашего Господа Ісуса Христа. І гэтая 7-я неделя мае свою уласную назву. Неделя святых айцоў Никейских, айцоў Першага Сусветнага Собору. І чаму мы звяртаем такую увагу на айцоў Першага Сусветнага Собору? Таму што на гэтым саборы айцы сфармулявалі вучэнне хрысціянскай царквы, у каго вераць хрысціяне. Таму што, напрыклад, вучэнне Святой Троіцы, яно як бы невідавочна з самога, напрыклад, Новага Запавету. У Новым Запавеце мы нідзе не сустрэнем слова Троіца. Так, мы можам знайсці месца у Евангелии, дзе Ісус пасылае хрысціць у імя Отца і Сына і Святога Духа. Але слова Троіца там не прысутнічае. І якраз, каб сцвердзіць пэўныя праўды, а сцверджэнне пэўных праўдаў у царкве мы называем дагматамі, і сабраўся гэты сабор. Тут мы бачым сёння ікону, выяву Ісуса, які нам паказаны як першы святар. Чаму гэта? Чаму такі выбар сёння? А таму што мы з вами, узгадваючы падзеі Першага Сусветнага Собору, чытаем таксама 17 раздзел Евангелия паводле Яна. А што такое 17 раздзел Евангелия паводле Яна? Гэта архісвятарская малітва Ісуса Христа. Увесь гэты раздзел. Мы з вами толькі палову яго сёння прачыталі. Гэты раздзел Евангелия Яна знаходзіцца пасля развітальных моваў Ісуса Христа, гэтак званых. Яны, ў сваю чаргу, знаходзяцца ўжо пасля таго, як адбылася тайная вячэра. І вось у гэтай архісвятарскай малітве, напрыклад, Бенедыкт XVI выдзяляе 4 асноўныя тэмы. І вядома, што у рамках гэтай гаміліі мы не будзем дакранацца ўсіх гэтых тэмаў, але я хацеў бы звярнуць вашу увагу на тэму аб'яўлення Божага імя. 6 верш 17 раздзела. Яшчэ раз вам прачытаю. «Я адкрыў імя Твае людзям, якіх Ты даў мне ад свету. Яны былі Твае, і Ты даў іх мне, і яны захавалі Слова Тваё. Я адкрыў імя Тваё людзям». Ввогуле, не толькі ў хрысціянстве, але яшчэ раней у юдаізме, ды і ў шмат якіх рэлігіях ведаць імя чалавека або рэчаў – гэта пазнаць сутнасць данага чалавека, сутнасць данай рэчы або з'явы. І нават таму ў некаторых рэлігіях паганскіх нельга казаць сваё таемнае імя, бо тады іншы чалавек будзе мець уладу над табою. Вось. Але што такое аб'яўленне імя
у нашым хрысціянскім кантэксце, у нашай хрысціянскай веры. Калі Ісус кажа, што Ён аб'явіў імя, то гэта значыць, Ён аб'явіў Бога. Ведаем, што ў Старым Запавеце Бог таксама аб'яўляў сваё імя і рабіў гэта паступова. Мы не адразу дазнаемся, як завуць Бога. Спачатку Ён аб'яўляе сябе як Бог айцоў. Так яны называлі першыя габрэі. Бог Абрагама, Ісаака і Якуба. Вось такое было імя у Бога. Далей у неапалімай купіне, незгараемым кусце з'яўляецца Бог Майсею і гаворыць, што я ёсць той, які ёсць. І вось гэта чарговы ўзровень аб'яўлення Божага імя. Але, як мы ўжо з вамі здагадаліся, мова не ідзе пра чарговыя тытулы і назвы, а пра тое, што Бог аб'яўляе сябе. Бо аб'явіць імя – гэта аб'явіць Бога. Гэта новая, якасная прысутнасць Бога ў гэтым свеце. Вось што такое аб'яўленне Божага імя. І якраз мы пакліканы увайсці гэтую Божую прысутнасць сёння, як хрысціяне. Бог аб'явіўся ў поўні ў Ісусе Хрысце, і Ён з намі знаходзіцца да сканчэння веку, як Ён неаднаразова сам пра гэта казаў. На мінулым тыдні мы перажылі ўзнясенне. І мы чыталі, што вучні ўзрадаваліся гэтаму ўзнясенню. Хаця наша чалавечая логіка падказвае, што калі хтосьці зыходзіць ад нас, то мы сумуем, а не радуемся. Аднак, якраз Венедыкт XVI у сваёй кнізе Ісус з Назарету падкрэслівае, што гэтае ўзнясенне, яно тоеснае прыйсцю. І сапраўды, неўзабаве, калі будзе свята, з паслання Святога Духа мы будзем зноў узгадваць і святкаваць, прыгадваць тую прысутнасць Ісуса ў гэтым свеце, якую мы маем сёння, дзякуючы Святому Духу. Мы пакліканы імкнуцца да гэтай прысутнасці Божай, станавіцца ў прысутнасць Божую. І як гэта робім? Робім, як гэта рабіў апостол Павел, праз малітву. Гэта самы просты і дзейсны спосаб уваходзіць у Божую прысутнасць. Хай Господ у гэтай літургіі натхняе нас на такую малітву, на малітву у Божай прысутнасці. Амінь. Скажем все разом, от всей души, от всей думки нашей, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отец наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воде Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Мы же молимся за святого Отца нашего Всесветного Бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея
и всех у Христе брату наших. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Наши молимся за Богом, стяженную крайну нашу Беларусь, за вратно-лишнюю владу и войска, и весь белорусский народ, за стойкость и веру, мужность в выпробованиях, и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших во Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Также молимся за память, за основание этой Святой Церкви, и за всех храней души наших отцов и братов наших, які тут и на кожном іншому месте споживають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Также молимся за все человечество, яко терпит с причиной поширения пандемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых и за тех, кто отдано им служит. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Jeszcze молимся за дарочинців этой Святой Церкви, за те, що носять дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають ці багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Бог ти милостивий і человеколюбний Бог, і Тебе слава дай Отцу і Сину і Святому Духу, теперь во всюди і на веки веков. Аминь. Еше, с упокой Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жалься, збав і стережи нас, Божа, ласкою Твоєю. Господи, змилуйся. Мудрость, как мы, будучи, завсюди подоховуй Твоєї влади, Тебе слава отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсюди и на веки веков. Аминь. Мы, что утайный способ, мы, что утайный способ, прославляем, Херувимов. Ты животворчай Троицы, и животворчай Троицы, Тройчи святую, Тройчи святую, песню пяю. Отложим теперь, отложим усе житёвые, усе житёвые клопоты. Святого Отца нашего, Всесвятного Епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров диаконов Христе, все духовенство, Богом стяженную крайну нашу Беларусь, уратно лишну ладу, засновальников доброшинцев этой Святой Церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомните Господь Бог о своем владарстве на все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Как нам принять
теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усим. Имя Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Зверя мудрости, будь уважливые. Верую в единого Бога и Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башенного всего и необачного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светлого светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом, ради якого все стало быть, и он для нас, людей, для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был крыжован за нас при Понским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писанием, и зашел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и я благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорит про пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один хруст для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо, святое дарование миры приносит. Дар миру, охляру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут за всеми вами. И с Духом Твоим. Возьмем гору сердце наше. Мы возняли их до Господа. Подякуем Господу. Охорной справедливость поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце одиносудной и нераздельной. Годно и справедливо Тебе усхвалять, Тебе благословлять, Тебе славить, Тебе дякувати на кожному місці Твоего владарства. Бо Ти Бога невиказаний, неспостигайний, не бачений, недоступний, який завсюди існуєш і зостаєшся той самий. Ти і одинородний Твой Син і Дух Твой Святий. Ты привел нас из необыту до бытия, и коли мы упали, и снова поднял, не переставал робить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Теле гэтага дякуем Тебе, Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множество архангелов, безлишь ангелов, херувимы, серафимы, шестикрылые шматвоки, якие, уснявшиеся высоко на крылах, пераможную песню пяют, воскликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей.
дару, и мы воскликаем, кажучи: святый все святый Ты, и единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святый все святый Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он пришел, исполнивший весь пробит для нас, уноши Его выдали, Богу чекали, и Он сам отдал себе за житие свету, взял хлеб у своей святые, вся чистые безвидные руки, и отдавший подяку, поблагословивший, осветивший, возловавший Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Так само чашу поставили вечерю, кажучи: пейте, з'єся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Мы ж памятующие это избавление заповеты, все, что для нас дарилось, и крышу похования, воскресение, третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другое славное присте, приносим Тебе Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую, чистую, прославленную, славную дарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию. Узвялішве душа моя, Христа життя давша, який узнесся от земли на небо. Тебе, Матерь Божию, что выше за всякие слова и розум, у невыказный способ народила в часе спрадвечного, мы верны однодушно взвеличиваем. На сам першу вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского, недостойного архипастора Леонарда, Богородного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церквов, упокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И нам одним устным, одним сердцем, славится Господь Твой божественное вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. И хай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, и шедшие с упокоя Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Внесенные страшные божественные дары, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный хвярник, як одну
свою духмяность духовную, поставь нам взамен свою Божскую ласку и дай Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Дабы весь белый день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Храни спокой, верного наставника, опекуна души тела наших, Господа просим. Дай нам, Господи. Прощение, отпущение грехов и праведно наших, Господа просим. Дай нам, Господи. Всякого, что доброе и корисно для душ наших, и супокой для свету Господа просим. Дай нам, Господи. Нам подейши тяг життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, Господнего, бездокорного, спокойного и доброго отказа на страшном суде Христовом просим. Дай нам, Господи. Попросивши единство веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Израиль нас достойным водам, полным доверием без осуждения, смейте оказа от Тебе, Бога Небесного, является и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дёрного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа Тебе, завсюду и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Господи. Господи, из небес умноты, что схилили голову свою перед Тобой, бы они схилили их перед тем, и крылья перед Тобой всемогутним Богом, да Твой свой удар принесенный туда и всем пору воздай. Кожному поводу потреби, будь подорожниками по морю, земле и поветре, оздорові хворих, лекарю душ и тела. Ласкою, милосердностью человеколюбства, единородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой всей святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадливий грешним, змилуйся над мною. Боже, будь спогадливий грешним, змилуйся над мною. Боже, будь спогадливий грешним і змилуйся над мною. Будьмо уважныя, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях, ускликните праведники Господу радости, хвала пасуя праведным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я сам и перший. Веру так само, что в это соправды Твое святое тело и подчестная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные,
які я зробив словом і учинком, святого і несвятого. І дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не зраджу ворогом Твоїм тайни і не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник визнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоїм благодарстві. Нехай прийняття святих Твоїх тайн буде мені не на суті осужденні, але для оздоровлення душі і тіла. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господня. Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте греницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте греницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте греницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте греницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте греницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вось кровь, что омывает нас, вось кровь, что очищает от греха, вось кровь, что обновляет нас, вось кровь, святая збавці кров. Это кровь, збавці кров. Это кровь, збавці кров. Святая кров. Ось кров, что обливает нас, ось кров, что очищает от греху, ось кров, что обновляет нас, ось кров, святая збавці кров. Это кров, збавці кров. Это кров, збавці кров. Святая кров. Слава Божию, людей Твоих и благослови набыток Твой. Пусть Господь в славе Христе Боже наш, узрадовавши учням Твоих обетцанием Святого Духа,
наших Твоим благословением, бо Ты, Сын Божий, Збавитель свету. На всі часи, тепер і завсюди, і на віки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как напеет славу Твою. Бо Ты зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих боских, несмиротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоих справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, примавши боские, святые, всячистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные, Христовые тайны, достойно продякнем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавься, стражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вопросивши, там хоть и весь день был досконалый, святыми и безгрешный, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Вот и освящение наше Тебе славу отдай, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. О, имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет Тебе, освящаешь Ты, что спадает на Тебе надею. Сбав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою, освети Ты, что любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належим молодым нашим и всем людям Твоим, во всякое доброе дарение. И дар досконало заходит сгорать Тебя, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение даем. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Светный владар, спрадвечный Боже, Ты весь свет створил и законы для всех установил, кожному месяца призначил, а род людский так бесконца полюбил, что Сына своего единородного послал на землю, как все слухали егоную науку и идущие следом за им. Уважли Твое небесное владарство, мы, дети белорусского народу, як могли, слухались Твоих загадывали, делали человечей слабости, часто падали, сневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность, относенных до себе и до інших, даруй так само тим, кто кривдил нас и сневажал брони нас от кривды ворожия. И дай нам, и ворогам нашим духа, соправдно христианской любовью дай нам, едность веры, згоду в громадским и семейным житті, закрыть наши особистые народные раны души, які мы сами себе учинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті святи наш розум Твоим евангельским святлом, как мы заховываешь Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу хвярных слугов своих, які праведним, сумлінним, мудрим життям і дійністю вели п'єху дай ліпші долі. Дай нам, Святое Духовенство, благослови наши семьи,
как у кожної з їх дбали батька і ахверної маті, зрушені щирою святою любов'ю, виховували тебе на славу батьківщини на користь своїх діток. Особливу ласку дай молоді Капіна отримала глибоке християнське узгодування і виросла на корисних синов і дошок свого народу. Благослови наші дочасні достатки, не дай гинуть марним талентам, які ти посилаєш у наш народ, але дай їм свободно розвиватися і закрасувати. Тобі на славу і всьому людству на користь. Благослови працу свяну на ролі работників на фабриках, учених, письменників, мостаків. Каб з їхньою допомогою білоруський народ мог розумно і пригоже жити і розвиватися. У Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покровом, и будь нашей опекункой и заступницей. Ты, святая Ефросинья, светница Белоруссии, все святые заступники белорусского народа, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, які виконуємо волю Божию і Твое посланство, и как мы унесли свой уклад в огульное добро тут на земле, а у пришлом житті отримали вечное счастье и неспинно давали славу, пошану и поклонение Богу, Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Благослови Господне, хай буде на вас ласку Его и человеколюбство на все часы, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надей наша, слава Тебе. Слава Ісу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсёди, і на веки веков. Амінь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, яки воскрес из мертвых, молитвами всечистой своей Матери, святых славных и водных похвала апостолов, между святыми отца нашего, Яна, Золотоустного арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, святых славных и водных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, между святыми отца нашего, Кирилла епископа Турского, святой Матери нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народа, молитвами святых и праведных Бога Отцу, Якима и Ханны всех святых, хай змилуется над нами, спасет нас, будем добрый человеколюбец. Амінь. Христос посеред нас. І ось і буде. Хочу так само от своего и от вашего имя помешивать парафию, Гродненскую парафию Матери Божией Фатимской с парафіальним святом у всіх вірників, отця Андрея Крота. Ось ми щиро віншуємо, коли хтось нас бачить, ми до вас долучаємося духовно. І зараз помолимося так само за нашу країну, заспіваємо «Могутний Боже». Могутний Боже, Отцу света, великим сонцем і сердец малих, над Белоруссей тихо и ведай
удельником Твоей святости. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары. Але человеколюбную владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам этой страшной животворчей тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как они были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для осернения благодарства Твоего. Как я захованный имя Твоей святости, буду завжди памятны Твоей ласки, и жив же не для себя, але для Тебя, нашего владара и доброчинца. И закончивши в этой житьем надеи життя вечного, досягнув непроминального супокою, за безупинно чутный голос святых, и паной вечной радости, что оглядают невыказанную красу твару Твоего. Буди соправдное ожидание, невыказанная радости, что любит Тебе, Христе Боже, и Тебе все створение перед славу против себе. Аминь. Всемогутность предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але ожидаешь, когда вернулся и был живый, и яки послал для нашего избавления от однородного Сына Твоего, яки нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и расчините. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе, не суди нас, але милости верни от нас праведных гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасный не был меньшим священ. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, избавь людей Твоих, как шли здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя Святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьковщину и наш народ, прав и всех, что стерегут целости и спокой нашей краине. Выбрал ее в этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души Ты, что от этой хворобы правой веры и надею воскресения уже сочащие, супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, а лежит все бесконцевое. Молитвами Наисвятейшей Богородицы и за всюду Девы Марии, за заступничество святых бестелесных сил и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, и спаси святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все, и на веки веков. Аминь.